и наводят порядок в центре столицы. Тропой героев. Пеший ход по местам боевой славы июльской наступательной операции подошел к концу. В Сухуми завершился 7-й международный турнир среди мужских команд по баскетболу памяти Сергея Багапш. Завершилась акция «Тропой героев». В рамках проекта 5-6 июля состоялся пеший ход по местам боевой славы июльской наступательной операции. В течение 2 дней молодые люди прошли путь абхазских воинов длиной в 30 километров от Иширы до Яштухи. Организатором проекта является Государственный комитет по молодежной политике. Уставшие, но счастливые участники акции достигли своей цели. В течение 2 дней они прошли по местам боевой славы июльской наступательной операции. Большинству из них путь дался нелегко, особенно новичкам. По словам 17-летней Анны Бжани, несмотря на всю усталость, она рада, что прошла 30 километров пути, по которому 24 года назад шли абхазские воины. Несмотря на все трудности, было очень познавательно. Нам рассказывали многие фрагменты из истории войны. Было очень познавательно. Я не жалею, что пошла. Для Артема Жордани это его первый подобный поход. По словам парня, благодаря этой акции он узнал много нового о подвигах наших солдат. То, что написано в книгах, оно останется в книгах. Но то, что расскажут сами очевидцы, останется всегда с нами в наших умах и будет передаваться из уст в уста нашим детям и их детям и так далее. Более 150 участников акции прошли пешком 30 километров пути. Поход ребят начался с села Ишера. По лесам и тропам они добирались до села Каман. Изнуряющая жара и плохие дороги были препятствиями на их пути. Но мысль о том, что 24 года назад бойцам абхазской армии было в разы сложнее, подстегивала ребят идти дальше. По дороге им ветераны рассказывали истории об июльской наступательной операции. Молодежь, в свою очередь, задавала интересующие вопросы и делилась впечатлениями. Первые минуты, когда мы шли, мне казалось, что не сможем мы это сделать. И вот сейчас мы проходим уже примерно больше часа, наверное, да? И только положительно хочется идти. И, честно говоря, рад, что был создан этот проект, и мы можем увидеть. До села Каман участники акции добрались вечером 5 июля. У мемориала славы ребята почтили память воинов, погибших в июльском наступлении. Затем разбили палаточный лагерь. Активисты Государственного комитета по молодежной политике ребятам показали хронику войны. Позднее к участникам акции «Тропой героев» присоединились Виталий Габня и Шамиль Адзенба. Они также поделились своими воспоминаниями о войне с молодежью и отметили значимость подобных встреч. Ребята сами вызывали, сами просились, даже отбор был. И практически стиснув зубы, несмотря на то, что натирали ноги, мозоли, они прошли этот путь. И спасибо большое за уважение к ветеранам, и поблагодарить их хочу от своего имени, от имени моих боевых друзей. Сказать им спасибо, так держать, и пусть в таком же духе воспитывают и тех, которые сегодня помладше, и которые в ближайшее время не сменят их, и чтобы они им достойно эстафету передали. Маршрут акции «Тропой героев» завершился 6 июля в селе Яштхуа у памятника погибшим танкистам в июльском наступлении. Цель акции – рассказать молодежи о ходе боевых действий июльской наступательной операции из уст самих ветеранов войны и вместе с ними пройти места сражений и гибели наших воинов. Алика Трапш, Беслан Хинджерия, Абхазское телевидение. Анатолий Бибилов прибывает завтра в Абхазию. Президент Южной Осетии впервые посетит нашу республику с 2-дневным рабочим визитом. Состоятся переговоры президентов Абхазии и Южной Осетии Рауля Хаджимба и Анатолия Бибилова. В ходе встречи будут обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы дальнейшего развития абхазо-юго-осетинских отношений. Также состоится встреча в расширенном формате с участием членов делегации. В ходе визита будет подписано соглашение между общественными палатами 2 республик. В состав юго-осетинской делегации во главе с президентом войдут главы МИД, Минкультуры, Генпрокуратуры, КГБ и Общественной палаты.
Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии», политическая партия «Апсна» распространили совместное заявление, в котором обратились к президенту, парламенту, правительству, к партиям и общественным организациям, к интеллигенции с предложением о более активном взаимодействии по урегулированию всех тревожащих общество проблем. На очередном съезде политической партии Амцахара прозвучала сплошная риторика, рассчитанная преимущественно на дискредитацию действующего руководства. Подверглись критике все и вся: экономика и деятельность правоохранительных органов, и кадровые вопросы, и языковая политика. Разумеется, мы далеки от идеализации ситуации, однако элементарная логика и здравый смысл подсказывают, что анализ проблем следовало начать с характеристики событий и фактов, способствующих созиданию, а не разрушению, говорится в частности в заявлении. На общевойсковом полигоне Цабал Министерство обороны Республики Абхазия завершили совместные тактико-строевые занятия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. Тактико-строевые занятия были спланированы и проведены в целях повышения уровня полевой выучки личного состава, а также слаженности во взаимодействии в ходе выполнения задач по предназначению. Автомобили, припаркованные в неположенном месте, не только доставляют неудобства, но и несут опасность для всех участников дорожного движения. Сотрудники ГАИ в течение нескольких часов наводили порядок в центре Сухума. Автомобили, припаркованные под запрещающим знаком и на полосе, выделенной для автобусов, штрафовались. Наша съемочная группа стала случайным свидетелем происходящего. Нис Фаршба расскажет подробнее. Эта белая «Лада» с российскими номерами на сплошной полосе в центре улицы Ардзенба простояла довольно долго. Сотрудники ГАИ сначала призывали водителя подойти к автомобилю через рупор, но когда и это не помогло, сняли номерной знак. Уже за составлением протокола их застал владелец, который оказался сотрудником уголовного розыска МВД Абхазии. Госномер коллеги вернули, а сам автомобиль оставили стоять и дальше. В этом месте у центрального рынка всегда хаос. Машины и люди вперемешку, причем так, что и не всегда разберешь, кто где стоит и пересекает дорогу. Правая часть улицы Ардзенба выделена сплошной полосой и знаками, запрещающими парковку. Но люди, не обращая внимания ни на снующие вокруг желтые богданы, ни на знаки, ни на правила дорожного движения, стараются занять место под солнцем с единственным условием – поближе к рынку. Самая большая проблема в том, что вот так брошенные автомобили не только затрудняют движение, но несут опасности для пешеходов и для водителей. Однако так думают не все владельцы авто. Мы приехали на машине, остановились буквально на 5 минут здесь. Нам никто не пояснял. Тут, понимаете, у вас движение, как в Индии. Здесь непонятно, куда, что, как, все сигналы и так далее. Мы остановились на 5 минут. Подходим, у нас сняли уже номера, и нам говорят: идите куда-то, оплатите, что-то сделайте и так далее. Но для туристов очень неудобно. Когда мы сюда подъезжали, ни одного сотрудника ГАИ или чего не было, который мог бы нам пояснить. Мы законопослушные граждане, нам бы сказали: здесь нельзя. Мы не знаем. Я, например, первый раз на машине в вашем городе. Сориентироваться здесь очень сложно. Движение у вас, как вы знаете, своеобразное. Все ездят тоже своеобразные. Наводить здесь порядок пытались много раз. После каждого рейда ситуация, если и менялась, то ненадолго. Соблюдать правила дорожного движения водители предпочитают не всегда и не везде. Чаще предлагают начать с самих себя. И все попытки призвать к закону воспринимают в штыки. Как и в этот раз. Данный штраф – это 600 рублей. Неправильная парковка в неположенном месте, так как на данном участке автодороги стоят два знака дорожного движения. Автобусная линия, кроме автобусов, двигаться никто не может. Естественно, парковаться тоже. На сегодняшний день данные автомобили, которые стоят по этой линии, мешают передвижению автобуса. Автомобили, за рулем которых сидели водители, сотрудники ГАИ просили переставить. Брошенным же авто прикрепляли на лобовое стекло уведомление и снимали госзнак. Получить его обратно владельцы могут, лишь уплатив штраф в размере 600 рублей. Уже через полчаса территория стала освобождаться. Некоторые водители, увидев свободное место, пытались припарковаться. Однако при виде камеры и множества сотрудников ГАИ отъезжали. Раскошеливаться за удовольствие на несколько минут оставить авто в запрещенном месте никому не хотелось. С такими рейдами на поиски горе-водителей, нарушающих правила парковки, сотрудники ГАИ выезжают ежедневно. Вот только места дислокации у них каждый раз разные. Ведь мест, подобных этим, в нашей столице очень много. Взять хотя бы главную – проспект Леона, улицы Пушкина или Гулия.
Порядок хоть и с трудом, но все же удалось восстановить. Сотрудники сняли немало госномеров и собрали штрафов за нарушение правил. Вот только белая «Лада» с тонированными стеклами продолжала оставаться на месте. Низ Фаршба, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. Состоялась рабочая встреча торгового представителя Российской Федерации в Республике Абхазия Владимира Некрасова с генеральным директором государственной компании «Апснаргылара» Тимуром Ткибучавым. Об этом сообщается на сайте торгового представительства Российской Федерации в Республике Абхазия. Для малоимущих граждан полка добра появилась и в Ткварчале. Она открыта уже несколько дней по улице Шевгенова. Акция организована послами доброй воли Абхазии. В планах у организаторов установить полки добра в самых крупных магазинах городов и районов республики. Нуждающиеся пенсионеры, многодетные семьи могут взять с нее все, что им необходимо. Полка добра в нашем магазине была установлена 2 июня послами доброй воли Абхазии. Ими была заполнена продуктами первой необходимости. Она будет ими же заполняться по мере необходимости. Но мы надеемся на то, что жители города Ткварчал окажут поддержку. Академия наук Абхазии и Республики Саха подписали соглашение о сотрудничестве. Оно призвано укрепить взаимодействие между академиями в сфере развития науки, новых технологий и инновационной деятельности. Документ подписали президент Академии наук Абхазии Зураб Джапу и президент Академии наук Республики Саха Игорь Колодезников. Сотрудничество предполагает решение общих для науки вопросов, интересных и полезных для обеих сторон. Подготовка кадров, повышение квалификации, проведение совместных научных проектов, доступ ученых к уникальным установкам, обмен специалистами и информацией. Баскетболисты из Черкесска стали победителями международного турнира по баскетболу среди мужских команд памяти первого президента Федерации баскетбола Абхазии Сергея Багапш. Со 2 по 6 июля на площадке детско-юношеской спортивной школы в Сухуми 6 команд соперничали за первое место. О последнем дне соревнований расскажет Нала Ковия. Международный турнир памяти Сергея Багапш вот уже 7-й год собирает команды из разных регионов России и ближнего зарубежья. В этом году за первенство вместе с абхазской командой боролись баскетболисты из Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Славянска на Кубани, Волгограда и Донецкой Народной Республики. По словам начальника спортивного отдела Госкомитета по физической культуре и спорту Жанны Зонтария, команд, желающих принять участие в турнире, много. Однако Госкомитет вынужден отказывать многим в силу отсутствия возможности проводить турнир на более масштабном уровне. Очень большое значение имеет, очень много желающих, но мы, к сожалению, должны будем, всегда мы некоторым командам мы отказываем, потому что мы не осиливаем столько их приглашать и их принимать здесь всех команд. А в этом году приехало 5 городов из разных. Вот с Донецка есть команда, с Черкесска, с Волгограда. Кстати, с Волгограда всегда возглавляет команду мэр города Волгограда. Мы ему очень благодарны за это. Игры 6 команд проходили по круговой системе. По результатам личных встреч первое место заняла команда из Черкесска. Решающая встреча команды из Сухума с соперниками из Волгограда принесла нашей команде 2-е место. 3-е место заняли баскетболисты из Краснодарского края, города Славянска на Кубани. Абхазские спортсмены признаются, что они выложились на все 100%, но к финалу немного не хватило сил. Выложились и показали себя на протяжении всех игр. Но немножко в конце не хватило. Все ребята молодцы, все показали свой профессиональный уровень, то, что достойно носить зеленую форму. Сергей Горцунов в составе волгоградской команды приезжает в Абхазию вот уже 7-й год. Он высоко оценил уровень проведения чемпионата, отметив, что усиление судейства значительно повысило качество самого турнира. Оценивая соперников, команду из Абхазии, Горцунов также отметил их сплоченную командную игру. В те года у них были разрозненность, нервы, ругались, уходили и так далее. В этом году очень дружно сыграли. И хотя нельзя выделить сильно особо никого в команде, 1-2 человека выделяется. За счет дружной игры они показали очень хороший результат. Чемпионам и призерам турнира были вручены кубки и медали. Президент Федерации баскетбола Абхазии Тимур Бганба подчеркнул, что турнир памяти Багапш набирает обороты. И с каждым годом география участников расширяется. Команда «Мобайл», которая всегда поддерживает спортивные инициативы, и на сей раз не осталась в стороне от турнира памяти первого президента Федерации баскетбола, бывшего президента Абхазии Сергея Багапш. Он, как никто другой, понимал, насколько важны
подобные турниры, потому что на них люди не просто общаются, но самое главное, обмениваются опытом. Это очень важно для наших местных игроков. Подобный турнир для нас уже хорошая, добрая традиция. Спорт в Абхазии уже стал хорошим трендом, а мы со своей стороны очень рады быть маленькой частью такой хорошей, доброй традиции. А самое главное, нужно. В Абхазии любят спорт, особенно популярен среди молодежи баскетбол. Именно поэтому значимость подобных международных соревнований для развития и популяризации спорта в республике переоценить сложно. Наала Кофе, Леона Адлиба, Абхазское телевидение. Ну и сейчас информация о погоде. Завтра в Абхазии ожидается временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 23-25, днем 28-30. Температура морской воды плюс 24. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.